Дорогие мои, доброе утро! С вами снова Лейла с канала «Как-то так у Лейлы». Я приветствую вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу немного с вами поделиться тем, что я буду делать сегодня, как говорится. Вы знаете, вчера читала свои комментарии, вчера и сегодня рано утром тоже. Не настолько приятные ваши комментарии. Хочу вам сказать огромное спасибо. Я безмерно вам благодарна. Я и не думала, что такие слова могут мне написать, что я могу как-то кого-то и на что-то вдохновить, и что, не знаю, что могут мне писать такие приятные слова. Мне это очень приятно. Большое-большое вам спасибо. Я даже вот не могу передать. Честно, я не могу передать состояние свое. Огромное вам спасибо всем, кто пишет комментарии, кто подписался, кто лайкает, кто меня поддерживает, кто меня понимает. И я надеюсь, вы со мной останетесь. Так, значит так, я хочу вам рассказать, что у меня будет сегодня. Как я вижу, у меня будет насыщенный день сегодня с утра. Еще рановато, но надо быстренько все это сделать. Послала и брашку за курочками. Короче, у меня такой день начинается. Дочка позвонила рано утром и говорит, что мама, там у нее небольшой заказик, 2 курочки надо пожарить в духовке и сделать овощной тортик. Но она не может, пока она чуть-чуть приболела. Заказы не берет, как я сказала, ни заморозок, ни таких готовых блюд. И не хочет она подводить своих заказчиков, постоянных заказчиков, ей нужно вот сделать такой заказ на обед. И вот послала за курочками сына, потому что у меня только замороженные были курочки, размораживать времени нет. И пока он бегает за курочками, мне надо приготовить быстрый завтрак для них двоих. Старший мой тоже должен уехать сегодня куда-то по делам, не знаю куда. Тоже попросил меня, мама, быстро что-нибудь приготовь мне. И Брашке тоже нужно на учебу. И вот хочу что-то приготовить, думаю, не знаю, что сделать. Они каши у меня не едят оба. И банальная яичница тоже им как-то надоела. И в принципе у меня ничего такого в холодильнике нет. Но вот сейчас думаю, что-то приготовлю по-любому. Прежде я уберу творог, который я еще вчера сделала. Что-то у меня, я не знаю, творог, друзья, получился небольшой. Обычно у меня творог выходит килограмм 200, килограмм 300, но этот не потянет столько, маленький, мне не нравится. Главное, он идет у меня по заказу, друзья. Придется просто уступить в цене, потому что я за такой маленький творог взять 200 рублей не смогу. Так что, по 170, наверное, я отдам, по 170, по 180, может быть, отдам, потому что все-таки творог маленький. У меня на 10 штук заказа. 2 она забрала. И вот 4 сегодня я сделаю. Они забирают вот таким вот свежим, чтобы и не хотят, чтобы даже меня кто-то спрашивал, почему вы сразу не сыпете соль, или спрашивал, или говорил сразу же ли вы сыпите соль. Я вообще на творог не сыплю соль, дорогие мои, ни себе, ни по заказу, потому что я не люблю соленый творог, я его не солю. Если даже он мне нужен дома, я его замораживаю. Он размораживается и прекрасно бывает, как будто бы он свежий. Но есть любители, которые любят именно творог рассольный, чтобы был в рассоле, чтобы был соленый. Но я не люблю его так. Кому надо, тот посолит, когда заберет от меня. Если так позвонят и скажут, чтобы был соленый, я, конечно, его подсаливаю. А так, в принципе, у меня и нет таких заказчиков, чтобы им нужен был соленый сыр. Меня всегда просят, чтобы... Не то, что просят, спрашивают, сыр не соленый, творог не соленый, я перешла на сыр. Так что, вот как-то так. Было бы, конечно, здорово, если была еще одна корова, потому что спрос на молочные продукты ближе к зиме увеличился, потому что все-таки коровы уже не доятся, пошли сухостой, что ли, что-то такое, по-моему, я точно не знаю. И
молока сейчас мало, именно вот домашнего покупного, это есть навалом. Ну вот кто все время домашнее покупает, продукция подорожала. Все звонят, всем нужен и творог, всем нужно и сметана, и масло, и сыр. Но у меня не получается, потому что корова только одна. Продать я могу только то, что уже нам, в принципе, нам не нужно. Но когда уже молока мало, по идее, мало чего и остается. Потому что каждый день по-любому я готовлю кашу, что-то делаю из молока. Ну вот как-то так, друзья, не знаю. Потихонечку будем что-то делать. Так, сейчас я решила, чтобы была не банальная яичница. Так, я хочу, чтобы была не банальная яичница, что-то приготовить. Ну вот нашла картошку, вчера отваривала, которую на ужин осталось, у меня ее не выкинула. Нашла небольшой кусочек колбаски, порезала, вот видите, ну, буквально там, не знаю, вот такая вот штучечка была. Ну и одно куриное и 2 куриные яйца. И самое главное, у меня еще и хлеб черствый, и как назло и теста нет, чтобы приготовить лепешки. И сейчас смесить все это тоже у меня времени катастрофически нет. А хлеб черствый. Сейчас буду реанимировать хлеб. Вспомнила, как мы это когда-то делали, как это делала моя свекровь. И сейчас я вам тоже покажу. Сейчас, по-моему, водичка закипела. Так. Да, вот поставила мантоварку. Так, интересно, видно, нет? Нет, не видно. Вот. Вот, поставила мантоварку. Сейчас буду реанимировать хлеб. У меня черствый хлеб нарезанный. Вот, видите? Вот такой вот нарезанный черствый хлеб. Я его сейчас поставлю в мантоварку. И он будет мягкий. Вот так вот, прямо с тарелкой. Раньше вот, когда у нас были проблемы с хлебом, еще, ну, когда я еще совсем молоденькая была, моя свекровь вот так вот всегда делала хлеб. Но не в мантоварке, а знаете как, просто ставила кастрюлю, в кастрюлю ставила тарелку вверх дном, а на нее уже вот тарелку с хлебом. Ну, вот получается та же мантоварка. И вот так вот разогретый, он бывает такой, как свеженький, но его надо уже есть в горячем виде, конечно, он уже после того, как остынет, он уже черствеет, тоже и бывает невкусный. Вот так вот, друзья. Покажу вам, как можно быстро сделать завтрак, наверное, из ничего. Так, друзья, смотрите, я нарезала, значит, картошку нарезала, колбаска уже нарезана, лучок. Отжарю сначала лук. Хлеб у меня греется. Обжарим лучок. Так, лук обжарился, теперь сюда закинем картошку. Приманивается. Тем временем забьем яички. Если бы были сливки, можно было бы немного сливок тоже налить, но у меня, к сожалению, нет. Нашла немножечко сыра. Совсем мою середину делать нечего. Все, что есть, то накидаем, чтобы мальчики не голодные ушли.
сразу закину колбаску, пускай все вместе жарится. Маловато, конечно, колбаски, но ничего. Так, все, яичница чуть-чуть прихватилась. Сейчас посыпем сыр. Сыра, конечно, очень мало. Он остался у меня после запеканки, которую я делала позавчера, по-моему. Ну, ничего, хватит. Так, для вкуса, для этого хватит, я надеюсь. Так, немножечко добавим, наверное, для цвета паприки. И все. Под крышку. Так, сейчас хлеб уже пора доставать. А то он, если перемокнет, будет невкусный. Вот смотрите, какой он получается мягкий. Как будто бы просто только что испеченный, свежий, видите? А вон черствый хлеб. Его мы даже и не поели бы. Даже корочка, видите, какая мягкая. Ой, забыла, что тарелка горячая. Так. Чай готов. Картошка тоже готова. Сейчас переложим ее. Вот, друзья, завтрак на скорую руку из ничего готов. Где-то была у меня зеленушка. Вот, видите? Вот такой вот завтрак я приготовила. Вот такой вот завтрак из ничего. Хлеб реанимированный, видите, какой он мягкий, видите? Очень мягкий, даже горбушка. И, в принципе, и вроде бы картошечки было мало, и колбаски почти не было. Но получилась полная тарелка еды на двоих, как раз хватит. Достану сейчас быстро там, что они будут есть. Спрошу сначала аджику, огурчики или что-то. И мальчики будут завтракать. Я, друзья, дальше снимать не буду. Ну вот, как-то так. Не знаю, было ли вам интересно. Я ничего нового не открыла, но я вам, друзья, просто показываю, что я сделала сегодня на утро, на завтрак. Так, друзья, у меня заказ на обед. Дочка пока временно не работает, приходится ее работу, ее заказы брать мне. Попросила, чтобы чтобы ее клиенты, короче, у нее не пропали. 2 курицы. И надо пожарить к обеду. И сделать салат. Овощной торт, короче, надо сделать. Девочкам на обед куда-то на работу, не знаю где что. Вот. Купила 2 курочки. Тут много пеньков. Сейчас быстро почищу их. Опалю опаливателем вот таким вот. И замариную я. Этот процесс показывать не буду, но покажу, как я ее буду мариновать. И вот, друзья, курочку я помыла, опалила, почистила, помыла. И теперь я ее буду немножечко мариновать в уксусе. Хочу вам показать, что вот
Уксус 9%. Правда, его чуть-чуть у меня маловато, но ничего. Надо было бы, чтобы чуть-чуть побольше было. Вот на эту воду, ну тут, наверное, литров 5 воды, где-то полстакана уксуса надо. И минут на 15-20 мы положим сюда нашу курочку. Дальше я вам покажу, что я буду делать с ней дальше. У меня есть на канале, конечно, как я делаю эту курочку, но обычно бывают вопросы, потому что новые подписчики не смотрят же в те ролики, которые были сняты раньше. И бывают сразу вопросы, а как, а что. И поэтому, чтобы предугадать это, я вам говорю, что буду делать из этой курочки. Вот так вот. Тем временем у меня уже сварилась картошка, свекла, ну, для салатов, что нужно. Сейчас быстренько поставлю на улицу охлаждать. Так, и вот, друзья, курочку я вытащила из воды, видите, поставила ее, чтобы она стекла. И теперь мне надо будет ее, вот смотрите, вот так вот лук и чесночок через мясорубку, но это я натерла на терке. Теперь будем смазывать сначала солью, потом перекладывать этим чесноком и луком. Ну, я вам покажу. Так, вот, друзья. Я буду смазывать курочку. Тут у меня черный перец, соль, паприка, красный перец, чесночный перец, друзья, перемешала. Просто если бы была адыгейская соль у меня была, это было очень бы хорошо, но, к сожалению, ее у меня нет. Так, интересно, меня видно, нет? Вот так вот смазывается каждая часть и укладывается. Вот. Вот когда один ряд уложится, на этот ряд положу я чесночок и лучок, короче. Так. Иврашка, ты успокоишься сегодня или нет? Так, вот, видите, теперь будем укладывать вот эту вот смесь на нее. Вот так вот. Чашка глубокая, вам не видно, но вы, наверное, суть поняли этого всего. Вот если вот так вот делать, уксусом мариновать и вот этим чесночком и луком, то курочка, уточка, индейка, что бы вы там ни делали, получается сочная. Вкусная, сочная. Проверенный, девочки, способ. Девочки, мальчики. Это у меня со мной работала в кафе женщина. Это ее рецепт. Она говорила, что когда-то вот так вот делала и продавала тоже кур. С тех пор вот мы все там переняли у нее этот рецептик и делаем вот так вот, когда жарим. Еще можно и абхазскую аджику потом намазать, но я сегодня не буду. Во-первых, мне ее жалко намазывать на продажу, я ее сделала мало. Если бы делала дома, то можно было бы. Все. И вот теперь снова этот ряд, в один ряд, по одному слою, короче, на каждый слой нужно перекладывать вот этот вот лук. Курочка моя замариновала, стояла 2 часа. Теперь я приготовила немножечко вот такое вот растительное масло паприка. Буду смазывать ее. Смотрите, вот мы вот это вот все убираем. Чеснок и лук, который мы намазывали. Намазываем вот этой вот намазкой. Так, кисточку лучше, наверное, взять. Я этим гусеницам сюда им разрешаю приходить, чтобы они у меня выклевали эту кукурузу, что у меня во дворе лежит. Понемножку они выклевывают ее. Так, вот так вот.
И вот, друзья, вот я закончила намазывать мою курочку. Сейчас быстро поставлю в духовку, потому что уже у меня опаздывает заказ. Так, друзья, и вот курочка моя готова. Сейчас уложим ее быстро в блюдо. Это где-то в школу, говорят, нужно на обед. Я чуть-чуть задержалась. Больше и зажаривать некогда. Надо было, конечно, чуть-чуть ее еще зажарить. Но лишь бы она была готова. Так, вилка в руках, а делаю все руками. Вот, и салатик мой готов, как видите. Так. Пахнет изумительно. Так, такой заказ, конечно, я делаю первый раз, и мне немножко страшновато, если честно. Сейчас. Так, все. Подсыпем зеленью. Уже у меня машина стоит. Такси вызвала с доставкой. Заказчица звонит, уже несколько раз позвонила. Я опоздала где-то на полчаса. Еще, может, чуть-чуть вот сюда вот. Так вот. Ну, вот так вот. Пожелайте мне тоже удачи, наверное. Вот как-то так. Первый раз не знаю, какой будет отзыв. Но я вам, наверное, скажу, какой будет отзыв. Ну все, уже такси.